К услугам предприимчивых садоводов сегодня открылся крупный торговый комплекс «Фазенда». Подарки на Новый год Рустем Авзалов порадовал 8 молодых сибайских семей. Почетные гости. Сибай с визитом посетил заместитель министра молодежной политики и спорта. Он принял участие в посвящении юных лицеистов в ряды патриотического клуба «Пламя». Я, Разбаева Полина Валерьевна, перед лицом своих товарищей торжественно присягаю на верность своему Отечеству, Российской Федерации и военно-патриотическому клубу «Пламя». Об этом и не только в сегодняшнем выпуске новостей. В студии Милиш Бердин. Здравствуйте. Сегодня с визитом в нашем городе побывал заместитель министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов. На второй половине дня он провел прием граждан и принял участие в городском фестивале волонтеров. Ну а начался визит с участием в мероприятии в лицее номер 9, где сегодня очередная партия ребят вступила в ряды военно-патриотического клуба «Пламя». Торжественная присяга 13 воспитанников клуба «Пламя» стартовала с показательных выступлений юноармейцев под руководством Илгама Кончурина, лицейского преподавателя ОБЖ и начальника штаба местного отделения движения «Юнармия». С приветственным словом к юным патриотам обратились глава города Рустем Авзалов и заместитель министра по молодежной политике и спорту республики Руслан Хабибов. Отметим, что военно-патриотический клуб «Пламя» был основан совсем недавно, в феврале текущего года. Присягу приняли уже 35 лицеистов. За столь короткое время воспитанники клуба зарекомендовали себя с лучшей стороны. Неоднократно становились призерами и победителями городских, зональных и республиканских конкурсов военно-патриотической направленности. Являлись участниками торжественного парада, посвященного Дню Великой Победы. Помимо этого, курсанты показывают хорошие результаты в предметных олимпиадах, занимают призовые места в спортивных состязаниях, служат примером для своих младших товарищей. Сегодня присягу новоиспеченных воспитанников клуба принимали военком города и сам руководитель клуба, которые пожелали курсантам удачи на столь важном и ответственном пути. Хорошим подарком к Новому году для 8 молодых сибайских семей стало вручение жилищных сертификатов. Все они собрались накануне в администрации города, где соответствующие свидетельства им вручил глава администрации города Рустем Авзалов. Подробности в репортаже Ирины Оренбургиной. Благодаря господдержке молодые семьи имеют возможность эффективно решать свои жилищные проблемы и получают возможность воспитывать своих детей в лучших условиях. Накануне счастливыми обладателями жилищных сертификатов стали 8 сибайских семей, которые приняли участие в республиканской программе государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2011-2015 годы, и дети у которых родились или были усыновлены до 31 декабря 2015 года включительно. Глава администрации города Рустем Авзалов лично поздравил собравшихся и вручил им соответствующие свидетельства. Общая сумма социальной выплаты этим семьям составила более 2 миллионов рублей. Наша семья образовалась 5 лет назад. 4 года назад мы стали на эту программу с рождением нашего первого сына. И вот мы получили эту программу. Это большой подарок для нас. Скоро Новый год. Мы даже не ожидали, что получим в этом году. Огромное спасибо. Мы очень рады. Это было неожиданно, конечно. И в связи с этим хотелось бы выразить огромное спасибо администрации городского округа, конечно же, правительству нашему. И это колоссальная помощь, я бы сказал. Это, как сказать, то, что нужно, наверное. Это большой плюс семьи, конечно же. Становиться на ноги сейчас трудновато, но тем не менее администрация и город помогает молодым семьям. Я считаю, это здорово. Это так и надо делать. И поэтому огромное спасибо. Данная соцвыплата предоставляется молодым семьям за счет средств республиканского бюджета на погашение основной суммы долга и уплату процентов по договору об улучшении жилищных условий, за исключением иных процентов, штрафов, комиссии и пени за просрочку исполнения обязательств по указанному договору. На сегодняшний день в списке молодых семей на предоставление такой выплаты по случаю рождения или усыновления ребенка состоят еще 80 семей. Ирина Оренбургина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Резкое понижение температуры воздуха не стало помехой для строительных работ. Полным ходом идет возведение долгожданных мостов в поселке Золото и по улице Баймакская. Подробности в сюжете нашей съемочной группы.
Еще в сентябре в рамках территориального заказа администрация города заключила соглашение с Государственным комитетом Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству. В соответствии с этим соглашением из регионального бюджета городу была выделена субсидия на строительство 2 новых мостов взамен аварийных. Возведение моста по улице Баймакской было оценено в 6,5 миллионов рублей. Мост в поселке Золото обошелся в сумму свыше 5 миллионов 300 тысяч рублей. Сюда входит и софинансирование из местного бюджета в размере 3%. В данный момент бригада уфимской компании «Лидер» ведет работы на 2 участках одновременно. На улице Баймакской работа начата буквально на днях. Приступили к разборке только сегодня, в связи с тем, что много исполнительной документации по переносу сетей. То есть, когда вся документация соберется, начнем обратную сборку монтажа, то есть по бумажной волоките. По поселку Золото уже ведутся обратные монтажные работы. То есть мост соберется. Думаю, что к Новому году на объекте Золото уже будет открыто движение транспорта. Здесь планируется вообще тоже к Новому году, но тут, как мы видим, кругом коммуникации. То есть все зависит от городских сетей, когда они свои коммуникации перенесут, чтобы начать обратную сборку моста, монтаж. В поселке Золото работы идут уже в течение 2 недель. Проделан ряд строительных процедур по демонтажу, завезены необходимые стройматериалы. На данном объекте уже производится бетонирование фундамента, прогрев. То есть и дальнейшие уже будут монтажные работы по возведению арки и обратной засыпки земполотна. То есть работы в процессе по графику. Как утверждают подрядчики, к Новому году горожане получат хороший подарок в виде нового моста в поселке Золото, а если получится, и на улице Баймакской. Ирина Оренбургина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Садовый сезон в нашем городе традиционно стартует в первых числах мая. Между тем, спрос на продукцию садово-дачного назначения круглогодично растет. Все потому, что заядлые дачники знают, чтобы год был урожайным, имеет смысл начать подготовку заблаговременно. К услугам таких предприимчивых садоводов сегодня по адресу Индустриальное шоссе 3 открылся крупный торговый комплекс «Фазенда». Сеть магазинов для дачи и сада «Фазенда» выступает на рынке Сибая последние 4 года и уже успела зарекомендовать себя в кругах целевой аудитории. Опытные садоводы знают, в этих магазинах можно найти все необходимые товары. С открытием нового комплекса по Индустриальному шоссе 3 ассортимент продукции стал еще шире. Площадь торгового павильона насчитывает почти 800 квадратов и включает в себя отделы электро- и бензоинструментов, садовых принадлежностей, домашней утвари и многого другого. Цены очень низкие, по минимальной наценке. Мы работаем напрямую с поставщиками, и поэтому ассортимент, допустим, семян наших, он сертифицирован. Большой у нас ассортимент, огромный ассортимент удобрений, потом садовый инвентарь, почва, грунт по очень низким ценам. Думаем, что мы очень обрадуем наших покупателей своим ассортиментом и своими низкими ценами. Еще одно достоинство торговой точки, как комментирует руководство, выгодное расположение объекта по пути следования автобусных маршрутов в садовом направлении. Расстояние до ближайшей остановки всего минута ходьбы. В разгар садового сезона от покупателей здесь не будет отбоя, однако первые посетители из числа заядлых дачников, пришедших лично оценить ассортимент и ценовую политику нового комплекса, придерживаются своего железного принципа: готовь закаточную машинку с весны, точи тяпку с осени. Ассортимент очень богатый, насыщенный, так что магазин очень хороший. Будем надеяться, что будет все для сада, огорода, деревья, кустарники. Надеемся, что будут весной. Для цветочной семена. Многолетники, однолетники и замечательный вот этот вот подкормка, микроподкормка для растений. Для сада, у кого есть сад, огород, вообще полезные вещи. Очень нравится. В Магнитогорске в таких магазинах мы ездили раньше. А сейчас у нас в Сибае. Очень красиво и удобно. Не то, что все в куче.
Всех гостей с мороза встречали в стенах теплого торгового комплекса чашкой горячего чая и порцией фирменного торта. Торжественное открытие фазенды состоялось поутру в присутствии главы городской администрации Рустема Ахмедкаримовича Авзалова, который перерезал традиционную красную ленту. Он по достоинству оценил широкий ассортимент представленной продукции, высокое качество сервиса и отметил, что развитие частного бизнеса в городе является одним из действующих приоритетов. Отрадно, что инфраструктура города переживает процесс планомерного роста. Приятно видеть коллектив, который работает вот именно с соблюдением корпоративной этики, то есть они все в форме, значит, дорого стоят. Ну и в целом хочется сказать, что назову его инвестором, да, Максима Владиковича, что те средства, которые вложены были, это для нас большой плюс для города. И, конечно же, это создает определенные новые условия для горожан, для того, чтобы получили более широкий комплекс услуг именно в части садоводчества. Подводя итог своему визиту, глава администрации торжественно вручил благодарственное письмо за вклад в развитие торговли и предпринимательства в городе директору торгового комплекса Максиму Низамуддинову, которое, по заверению руководства, найдет место в почетном углу торгового комплекса. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Собрание по реализации гражданских инициатив состоялось на днях в детском саду «Айгуль». Жильцы многоквартирного дома номер 18, что по улице Чайковского, обсуждали наиболее актуальные проблемы, которые, по их мнению, необходимо решить сообща. Тему продолжат мои коллеги. Строительство детской площадки, замена электропроводки в детском саду, уличное освещение и другие предложения по улучшению инфраструктуры были обсуждены в детском саду «Айгуль» жильцами многоквартирного дома номер 18 по улице Чайковского. Собрание по реализации программы поддержки местных инициатив вела заместитель главы администрации города по соцвопросам Гузель Шимгулова. Она подробно рассказала собравшимся о процедуре выбора проекта, критериях оценивания и участия населения в его реализации. За все выдвинутые жителям предложения было проведено голосование, по результатам которого большее число голосов набрал проект по замене электропроводки в правом крыле здания детского сада «Айгуль». Если вы вышли с этой инициативой, с предложением, вы, наверное, уже проанализировали, сколько приблизительно это будет стоить? Да, мы просчитывали замену электропроводки правого крыла здания. В общей сложности весь проект у нас вышел на 453 тысячи. Из них местный бюджет выделяет 150 тысяч рублей, республиканский бюджет свое софинансирование вносит и выделяет 233 тысячи рублей. Таким образом, у нас остается на спонсоров 35 тысяч рублей и на население 35 тысяч рублей. Учитывая общее количество собравшихся, мы разделили, получается примерно, что с каждой семьи по 150 рублей. Согласно регламенту была избрана инициативная группа из числа собравшихся жителей. В случае победы заявки она будет контролировать ход ведения работ, заниматься сбором денежных средств населения и привлекать к участию спонсоров. Поступило предложение участвовать в инициативном проекте от нашего садика. Это предложение по оснащению именно правого крыла для обеспечения безопасности, для переделывания проводки. И мы очень хотим, чтобы это поддержали, так как это зависит от безопасности наших деток. И родители, инициативная группа будет делать все, чтобы найти спонсоров, чтобы сами участвовали родители для пополнения этих бюджетных и не только средств. Ирина Оренбургина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Более 400 лет мозаичники всего мира работают в технике, получившей название «Флорентийская мозаика». Ее суть состоит в наборе картин из пластин твердых камней со сложным рисунком. На сегодняшний день флорентийская мозаика ушла далеко вперед. Мастера добились колоссальных успехов в своем творчестве. Их работы являются неповторимыми и эксклюзивными. В этом убедились и мои коллеги, посетив художественную мастерскую «Каро». У каждого мастера на столе огромное количество каменных пластин разного размера, текстуры и расцветки. Элемент будущей картины вырезается или выпиливается из пластины, подгоняется по размеру и цвету на подготовленный бумажный макет. Несложно представить, насколько это кропотливая работа. Небольшие картины могут создаваться месяцами, а большие – годами. Именно здесь рождаются изделия, которыми восхищаются люди по всей стране. Благодаря мастерству наших земляков сибайская яшма давно стала популярной за пределами республики. Вклад в это внесла и художественная мастерская Сергея Чулкова, которая вот уже более 20 лет специализируется на изготовлении изделий и украшений из натуральной яшмы. Наша мастерская занимается производством художественных изделий из природных камней. В первую очередь, изначально исторически так сложилось, мы занимались обработкой яшмы. Но со временем, помимо яшмы, мы стали обрабатывать другие минералы, которые есть в нашей стране, и не только в нашей стране.
Сейчас минерал, благо, можно приобрести спокойно на рынке. Но основной упор все-таки мы делаем на нашей минерале, который здесь находится в городе Сибай. Это яшма. Так она и называется. Сибайская яшма. То есть это вот такое вот название по месту происхождения, где проявление находится ближайший населенный пункт, город Сибай. Хотя географически она хоть и находится в Баймакском районе, но она известна в мире вся, я повторюсь, в мире, именно не только в России, именно как сибайская яшма. Шахматы, цена которых превышает 900 тысяч рублей, множество шкатулок, сувениров различных расцветок и размеров. Изделия наших мастеров можно увидеть и в обычном офисе, и в Эрмитаже или Центробанке России. Сегодня, учитывая большой спрос на панно в стиле флорентийской мозаики, мастерская изготавливает именно такие изделия. Применение яшмы в флорентийской мозаике привнесло новый такой веяние, новый колорит в изделии. Очень интересные были изделия, делались. Даже вот мы делали копии картин из янтарной комнаты, там 4 картины. И реставраторы из Екатерининского дворца, где экспонируются эти картины сейчас, восстановлены, сказали, что наши картины, которые сделаны на Урале, они более живее, более интереснее, потому что мы использовали наши уральские самоцветы для изготовления этих копий. Недавно директор художественной мастерской «Каро» Сергей Чулков был признан лучшим предпринимателем года в сфере производства среди микропредприятий в республиканском конкурсе «Предприниматель года-2017». Призом победителю стал кубок из яшмы, изготовленный в мастерской «Каро», что одинаково показывает как доверие республиканских властей продукции мастерской, так и высокую оценку работы. Лена Кириллова, Гульхамитова, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И в завершение выпуска обзор субботнего номера газеты «Сибайский рабочий». О чем расскажут наши коллеги, смотрите далее. В Сибае открылся яркий и современный, первый в своем роде садовый супермаркет хозтоваров и товаров для сада и огорода «Фазенда». На официальной церемонии открытия красную ленточку перерезали глава администрации города Рустем Авзалов и предприниматель Максим Низамутдинов. Где находится магазин и что можно там приобрести, вы узнаете в субботнем номере «Сибайского рабочего». В рамках проекта «Дни культуры УГМК» самодеятельные коллективы предприятий и компаний гастролируют с концертами по всей России, от Сибири до Кавказа. Впервые за историю этого проекта концерты приняли поселок Бурибай и город Сибай. В Центре детского творчества перед сибайцами выступили творческие коллективы из Гая, Медногорска, Шадринска и Ревды. О замечательном проекте, который показывает, что работников УГМК объединяют не только профессиональные задачи, но и любовь к искусству, читайте на 3-й полосе газеты «Сибайский рабочий». В Ишимбае состоялся открытый республиканский фестиваль-конкурс башкирских хоровых и вокальных ансамблей «Осеннее вдохновение». Наш город достойно представил народный вокальный ансамбль «Миляж» Центра народной культуры и досуга. Коллектив получил диплом лауреата 1-й степени. Руководитель ансамбля Мамдуда Каюмовна также стала лучшей в конкурсе по развитию и популяризации башкирского хорового искусства. Все подробности в субботнем номере газеты. Что обычно делают женщины за месяц до Нового года? Как правило, худеют. Кто-то сидит на диетах, кто-то изнуряет себя тренировками. О своем опыте сбрасывания лишних килограммов в новом номере «Сибайки» расскажет Алина Полянская, активная мама 3 детей. Не пропустите! Это все известия на сегодняшний день. Проведите эти выходные незабываемо. Всего доброго!